Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о подготовке местных кадров на производство. Дорогие друзья, внимание на экран. Несмотря на санкционное давление в 2022 году, Якутия обновила исторические максимумы добычи ряда традиционных для себя видов сырья и запустила несколько новых проектов. В этом году прогнозы также оптимистичны, а трудоустройство по техническим специальностям остается одним из наиболее стабильных направлений развития молодых якутян. Юрий Николаев, председатель комитета ИЛТМН по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Свой трудовой путь он начал на производстве после окончания Новосибирского электротехнического института с должности инженера по оборудованию строящейся на тот момент Вилюйской ГЭС-3, работал главой поселка Айхал Мирнинского района и дорос до директора каскады Вилюйских ГЭС. Он на своем примере доказывает, что упорство и добросовестный труд оцениваются по достоинству. Хватает ли сегодня в республике кадров по техническим специальностям? Качественна ли их подготовка и действительно ли местные кадры востребованы на производстве? Дорогие друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты — те, кто считает, что в республике созданы все условия для подготовки кадров по техническим специальностям. Республиканские вузы, средние профессиональные образовательные учреждения ведут качественную подготовку, нося новшество в свой образовательный процесс. Местных специалистов хватает, и они востребованы, потому активно трудоустраиваются производственные компании Якутии. Пессимисты – это же те люди, кто считает, что местных кадров по техническим специальностям не хватает и образовательные учреждения не могут покрыть востребованность в них. Крупные производственные компании в большинстве случаев имеют федеральный уровень и потому зачастую привлекают специалистов из других регионов. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедился в данном случае, перейти на другую сторону. Угу. Итак, выбираем зоны. Оптимисты справа. Пессимисты слева. Делимся. Ну что ж, дорогие друзья, встречаем нашего гостя. Человек, начавший успешную карьеру с производства. Интеллектуал и кандидат технических наук. Председатель постоянного комитета ИЛТМН по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Юрий Михайлович Николаев. Добрый вечер. Присаживайтесь. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Сейчас вам дается ровно 1 минута, чтобы вы нам рассказали о себе. Добрый вечер, уважаемые коллеги, молодые мои. Я родом из деревни, из Нюрбинской, скажем, деревни совсем далеко от районного центра. Учителя, мои родители учителя, и отец почти 40 лет работал в этой школе. Но я после 7 класса поехал учиться в Верхневилюйскую физмат-школу, знаете, да, и где нас учил народный учитель Советского Союза, единственный в Республике Саха-Якутия Михаил Андреевич Алексеев, который я успешно закончил и хотел поступить в Московский энергетический институт, хотел стать в то время уже энергетиком, но, к сожалению, не всегда получает, не поступил, но следующий год я поступил в Новосибирский электротехнический институт, по той же специальности, по специальности гидроэлектроэнергетика. Еще Михаил Андреевич тогда спрашивал меня, кем ты хочешь быть. Я сказал энергетиком. Он в то время, еще в 78-9 году, он сказал, ну, если хочешь быть энергетиком, будешь директором Вилюйской ГЭС. Что и случилось. В 85 году я приехал работать в Светлинскую ГЭС. Это тогда было только начало строительства. Потом переехал работать в Чернышевской, где работала Вилюйская ГЭС-1-2, в котором я вырос от заместителя начальника машинного цеха до заместителя директора. Но в это время Михаил Ефимович Николаев меня указом своим вдруг назначил главой поселка Айхал Мирнинского района, в котором я работал 1,5 года. В это время наш директор уехал работать на Саяно-Шушенскую ГЭС, самую мощную гидростанцию нашего Советского Союза, а меня пригласили стать директором. Я 10 лет работал директором на каскаде Вилюйской ГЭС имени Евгения Никоноровича Ботинчука.
прямо буквально с первых лет меня генеральный директор Якутскэнерго предложил идти в политику, народ поддержал, стал народным депутатом от Айхальского округа, и вот 4 созыва я депутат Государственного собрания Елтумен, и вот 2 созыва я работаю председателем бюджетного комитета по-простому, да, и сегодня я перед вами как есть. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Юрий Михайлович, как вы относитесь к тому, что все больше молодых людей привлекает работа в IT, а не на производстве? Ну, это требование жизни. Сегодня любое производство, оно начинается с IT. Программное обеспечение того же производства. Поэтому я, наоборот, поддерживаю, да, стремление молодых людей работать в IT-системе, потому что оно сегодня очень востребовано. Поэтому молодые люди хотят быть востребованными, вот, поэтому они выбирают IT. А потом, возможно, уйдут и в производство в том числе. Скажите, пожалуйста, обновляются ли кадры и дают ли они действительно дорогу молодым? Ну, наверное, нет. Потому что у любого человека, любого возраста, простите, там уступить дорогу, да, вот за вами идет более молодой, вряд ли на это пойдут. Но, тем не менее, сегодня в целом в подборе кадров и расстановке кадров такой принцип, в принципе, имеется. И, скажем так, ненавязчиво подводится, чтобы оказать больше социальных помощи, создание условий, как бы жизни во время пенсии, там, да, ну, как бы условия создаются, человек уезжает, ему, там, ну, грубо говоря, приобретает квартиру на материке, там, да, если с большим стажем, да, это место потом занимает молодой человек. Но сказать, только все добровольно уступают место, вряд ли. Юрий Михайлович, вы руководите бюджетным комитетом Илтумен и во многом предопределяете социально-экономическое развитие республики. Сложна ли эта работа и понимает ли в достаточной мере наше население вообще, что такое бюджет? Вопрос серьезный для меня, вот, потому что в целом принятие бюджета республики очень сложный процесс. Он буквально начинается, вот, если сегодня касается бюджета 2024 года, то работа по этому бюджету 2024 года уже началась. Мы, не заканчивая бюджет текущего года, мы уже начинаем заниматься бюджетом, там, да. А то, что до людей, ну, население, как оно воспринимается, конечно, люди его воспринимают, насколько она есть от бюджета, когда говорят, вот это бюджетные деньги. Да. Вот за бюджетные деньги мои дети работают в администрации там, поселка, там, района, вот больница работает, там, вот это бюджетные деньги. Вот так население понимает. И социальные выплаты, которые сегодня есть, тоже они считаются это вот бюджетные деньги. А так, конечно, разбираться в бюджете населения, наверное, нет, хотя такая работа у нас ведется, у нас есть бюджет для населения специальная, да, по-простому написанная книжка, который ежегодно Министерство финансов Республики выпускает, и мы его распространяем среди населения. И, надеюсь, вот при помощи вот этого пособия можно узнать, что такое бюджет на самом деле. Картина мира, которая сложилась у молодых людей в последние 10 лет, она во многом предопределила образ жизни. Соответственно, задаются молодые люди таким вопросом. Зачем к чему-то стремиться, если богатые и властные решают за нас, куда и для чего? И так что же делать и куда стремиться молодежи стоит, на ваш взгляд? На самом деле не так. Конечно же, есть определенные команды, которые решают очень серьезные вопросы. Да? Поэтому стремиться молодежи куда? Да? Ну, стремиться быть востребованным, понимать в целом ситуацию в мире, знать, где они необходимы на сегодня, вот найти свое место в этом сложном мире. Да? Вот. Я воспитанник советского времени, да, а вы воспитанники современного капиталистического мира, там, да. Но буквально это прошло не буквально несколько десятков лет всего-навсего. Но столько различий я, например, вижу с своей точки зрения, да, насколько мы были целенаправленно, там, знали, куда идти, да, и насколько вам сейчас сложно, это я понимаю прекрасно. Поэтому все равно есть куда вам стремиться, найти себя в том современном мире. Его же не изменишь просто так, да, ну, это факт, де-факто, который вот, де-юре, де-факто, что есть. Поэтому вы должны найти именно в таком мире свое место. Вот куда надо стремиться. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать на нашу сегодняшнюю тему.
Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считают, что в республике созданы все условия для подготовки кадров по техническим Это мои, специальностям. да? Республиканские вузы, СПО, они ведут качественную подготовку, внося новшества в свой образовательный процесс. Местных специалистов хватает, и они востребованы, потому активно трудоустраиваются в производственные компании. Слева же от вас расположились пессимисты. Это люди, которые считают, что местных кадров по техническим специальностям не хватает, и образовательные учреждения не могут покрыть востребованность в них. Крупные производственные компании в большинстве случаев имеют федеральный уровень, и поэтому зачастую привлекают специалистов из других регионов. Ну что, давайте обратимся к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны? Чем же обусловлен ваш выбор? Ну и давайте по традиции начнем со стороны оптимистов. Со своей стороны могу сказать то, что с нашим вузом сотрудничает очень много предприятий и институтов, и каждое лето представляет нам очень много мест для студенческой практики. Все эти места мы покрываем, и более того, часто студенты после первой же практики прикрепляются к этому предприятию, то есть они остаются там и на следующую практику, и дальше там работают. Пессимисты, пожалуйста, выскажите свою точку зрения и вы, почему вы оказались сегодня на этой стороне. Я не понаслышке знаю, что студентов мало. Когда я поступал, у нас было 45, на данный же момент нас осталось всего 20. И это всего лишь второй курс. Так что, по моему мнению, студентов не хватает, потому что они сами не хотят учиться. Спасибо. Спасибо. Интересный аргумент. Давайте послушаем в сторону оптимистов. У нас в республике и в России в целом есть очень много программ, которые направлены на развитие технических специальностей. Допустим, на современные IT-направления у нас есть технопарк, там, где есть стартап-школа, там разрабатывают новые инновационные проекты, ищут инвесторов. Также очень много у нас программ, которые обеспечивают обмен опытом среди высококвалифицированных кадров, что помогает покрывать все потребности наших компаний, которые относятся к федеральному уровню. Хорошая точка зрения. Пожалуйста, пессимисты, вам слово. А есть такая трудность, что это не так престижно, как, например, в ваше время, когда вы учились. И мой младший брат поступал этим летом, притом он поступал в Петербурге в колледж. И настолько большой недобор технических специальностей, что там поступают ребята со средним баллом аттестата 3,9 на бюджетные места в колледже. Конечно, остаются элитные колледжи вроде флотских, где средний балл это 4,9 для поступления, и куда даже ему сказали, можно документы не подавать в приемке. А остальные колледжи, например, колледж МЧС, где он не прошел даже вступительных испытаний физических, а его пригласили на бюджетное место с его 4,3 баллом аттестата. Поэтому считаю важно обозначать эту трудность и в первую очередь наращивать престиж технических специальностей. Потому что IT, конечно, хорошо, но все-таки надо делать кушать, надо дома строить, надо развивать производство, чтобы IT могло расти. Потому что куда девать этих IT-специалистов, если нет производств, где они могут работать? У меня такое мнение. Послушаем мнение со стороны оптимистов, пожалуйста. Просто проблема не в том, что СУФУ что-то не додает. Проблема скорее в самих студентах, как мне кажется. Многие просто, возможно, не хотят учиться, либо они считают, что это не их, это не для них. Либо просто их пугает именно, по техническим вузам именно сама специфика именно работы вахты пугает больше всего студентов молодых. Они не хотят, думают, уехать в лес и там жить полгода. Но по факту ты не находишься, конечно, в лесу, но в любом случае считаю, что СУФУ как раз-таки предоставляет все условия и все ресурсы для этого. Давайте еще мнение со стороны оптимистов. У меня же опыт имеется и способность трудоустроиться в нескольких организациях. Тут уже задумываешься не как бы трудоустроиться, а как бы уже выбрать, в какую организацию именно попасть. Выбор большой, какие разные организации. А так жить в лесу по полгода, я не знаю, там разные эти графики бывают. Да, студенты, они не то что не хотят учиться, они бывают не хотят работать на вахте. Там, если честно сказать, там сложно, да, работать по 12 часов, но в этом и отвечает, заработная плата у тебя высокая будет, намного выше. И то, что это необходимо для молодого специалиста,
чтобы построить свой дом, там, ну, разное. Ну и давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Юрию Михайловичу. Давайте начнем с вопроса со стороны У оптимиста. меня такой вопрос. Хорошо ли работает в республике социальный лифт? И можете привести пример какой-нибудь? Социальный лифт сегодня есть, но он, наверное, сложнее, чем в то советское наше время, но оно есть однозначно. Каждый должен постараться. Если хочешь быть хорошим специалистом, вот, кстати, касается всех инженеров, да, почему я защитил кандидатскую диссертацию? Для меня было это возможности, когда работаешь в производстве, в принципе, вот, защитить техническую кандидатскую диссертацию всегда возможности есть. Потому что очень много проблем, и каждый хочет его каким-то образом решать. Если вот любой инженер его решает, к нему подводит обычно научное обоснование, и можно сделать. Но не все хотят этого делать. Возможность есть, но не вся. Это, говорит, надо там кандидатские сдавать, надо английские там сдавать, и так, философию надо сдавать, сложно. Нет, я работаю. Поэтому вот я для себя решил, ну вот в какое-то время мне дошло, что инженером быть мало. Инженером надо стать, подтвердить квалификацию. Это вот как раз диссертация кандидатская. Это не просто производственная работа, но еще и науку. Да? Ты должен свое дело знать еще через науку. И, возможно, твои умения, навыки можно применить к науке. Вот я для себя так решил. Да? И с третьей попытки вот я тоже кандидатскую, несколько раз кандидатский минимум сдавал, потом думал, это некогда, это времени нет, там депутатская работа началась. Но в конце концов я все-таки добился и вот защитил кандидатскую не экономических наук. Вот я еще раз подчеркиваю, кандидат технических наук. Это абсолютно разные вещи. Ну, кто-то из гуманитариев могут меня возразить, но тем не менее, кандидат технических наук – это ого-го. Это вот ты подтверждаешь свою инженерную квалификацию. Можешь преподавать уже. Это, в принципе, тоже в какой-то мере заработная плата, да, дополнительная возможность такая. Поэтому сегодня вот, быть инженером – это очень престижно. Поэтому я вам предлагаю, вот, если вы сейчас уже учитесь в инженерной должности, там, да, идите дальше. У вас впереди такие возможности. Я просто даже вам завидую. Спасибо за ваш ответ. Давайте вопрос к нашему герою со стороны пессимистов, пожалуйста. Каково ваше мнение? Человек должен идти в политику после производства или же достаточно быть просто белым воротничком? Человек начинает думать, самое главное, думать, уже разбираться в политике, тогда и жизнь покажет вот, ну, то, что происходит в жизни, вы начнете понимать. Конечно, это очень сложно, там, что в жизни, но вы начнете понимать, почему это так. Почему Украина сегодня, да, вот случилось, да, почему Европа, а почему Америка так, а почему нас Китай поддерживает, а почему Турция поддерживает, а почему Китай такое место занимает. Вот это же очень интересно, да, а чтобы разбираться, надо, конечно, знать политику. Поэтому в политику можно и со школьной скамьи, а можно и после производства или во время производства. Кстати, в производстве тоже бывают иногда политические такие вопросы, которые тоже хочется понимать, и уже начинаешь разбираться. Сегодня, если раньше у нас политических этих книг было не так уж и много, сегодня интернет открывает вам всю возможность. Там, да? Любых авторов, любого там страны, это все у вас есть. В принципе, если есть желание, этим можно и со школьных, там, да, и сейчас можете там разбираться. Но это сегодня нужно для понимания той жизни, в которой сегодня находимся. Ну, как люди, иные молодые люди, да, вот живут, как они, вот, ну, оказались в этом мире, вот сейчас, вот, ну, вот и живут вот одним днем. А так нельзя жить. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы со стороны оптимистов. Считаете ли вы, что ярмарка вакансий – это уже устаревшая система, и с нее тяжело трудоустроиться в престижной компании? Абсолютно не считаю так. Там ярмарка вакансий – это один из таких действенных инструментов, которые сегодня есть. Ну, инструментов много, но она один из таких действенных. Потому что когда работодатель приходит, прямо разговаривает, вот сидит за столом, и к нему подходят те или иные люди и говорят, он открывает вакансии, которые там, да, и непосредственно начинает разговаривать. Я сам участник ярмарки вакансий, когда работал в Мирнинском ГОКе, компания «Алроса», был заместителем директора и занимался вот кадровым вопросом. Мы ездили по районам, я был в Сунтарском районе в ярмарке вакансий,
Знаете, вот я нашел токаря 6-го разряда в Сунтарах. Представляете, в Сунтарах токаря 6-го разряда. Даже я не поверил. Ну, я сам токарь, я в ПТУ тоже учился, я токарь 4-го разряда по окончании, да, который мне в жизни, кстати, тоже помогало. Да. Я понял, вот это вообще мастер золотые руки. Возраст, ну, где-то лет под 50. Я его пригласил в Минский ГОК. У нас как раз вакансия токарей была. Ну, только у нас возрастные были, уже пошла замена, люди собирались уезжать, а у нас как бы вакансии и нигде, и, кстати, и не готовили их практически и в Мирнинском районе, и поблизости. Приехал этот токарь в Мирный, я его отправляю в РССУ начальнику на собеседование и на, как бы, посмотреть его практические навыки. Он на завтрашний день прибегает ко мне и говорит: так это, говорит, самородок, говорит, самородок. Таких токарей мы давно не видели. Где, Юрий Михайлович, вы его нашли? Поэтому ярмарка вакансий – это очень действенный инструмент, который сегодня есть. Поэтому, ну, это один из инструментов. Поэтому я не думаю, что ярмарка вакансий сегодня не нужна. Она нужна. Пессимисты, давайте еще один вопрос с вашей стороны нашему гостю, пожалуйста. Во втором вопросе вы затронули тему интернета, и мне стало интересно, как вы относитесь к тому, что сейчас в наше время происходит, называется эпоха цифровизации? Конечно, хорошо. Ну, это требование современной жизни, оно должно быть. С этим надо считаться, с этим надо жить, это надо понимать и уметь этим пользоваться. А как вы думаете, что бы смогло способствовать тому, чтобы молодые специалисты оставались в якутской сфере, а не переезжали в Москву? Сегодня у нас в целом политика Российской Федерации, вектор развития идет через нас, в сторону Азии, да, поэтому, скажем так, те предприятия, которые сегодня... Почему у нас бюджет, в принципе, сегодня довольно-таки крепкий, да, потому что те предприятия, которые у нас работают, они ориентированы, их сбыт ориентирован на Азию. Тот же газ, тот же нефть, те же алмазы там, да. Сегодня, поэтому ехать особо и некуда, я бы так сказал, да. Сегодня развитие вот идет вот именно через Якутск, Дальний Восток. Поэтому сегодня я не думаю, что наши востребованные выпускники СВФУ, АГАТУ куда-то будут переезжать. Но если у вас есть возможность переехать и работать в Москву, кто бы возражал? Я бы, например, двумя руками приветствовал, если бы наши выпускники работали бы в Министерстве финансов, в Министерстве экономики Российской Федерации и других министерствах, и таким же образом защищали бы наши интересы в этих властных структурах. Это да. Но просто так уехать, там, да, когда ты востребован здесь, уехать, там искать на себе, на свою голову приключения и сложности, наверное, не стоит. Сегодня настолько интересна вот, работа производства в республиках, у нас сегодня развивается практически все. Практически все. Вплоть до олова. Если даже в советское время у нас олово было, потом ушло под ноль, сегодня олово тоже уже добываем. Да? У нас сейчас весь север открыт. Северный морской путь пойдет. Там. Ну, вот, просто я еще раз повторяюсь, я завидую вам возможности для вашей, для себя, чтобы сказать я сделал это много. Только надо найти себя в этих возможностях. Спасибо, давайте поаплодируем. Да, дорогие оптимисты и пессимисты, спасибо за ваши вопросы. Ну и, конечно же, спасибо нашему гостю за четкие ответы. У нас есть видеоопрос по нашему обсуждению. Внимание на экран. Здравствуйте. Как вы думаете, качественно ли обучают техническим специальностям в Якутии? Да, есть специально направленные классы, которые изучают. Я думаю, очень даже хорошо. А хватает ли местных кадров на производстве? На производстве, я думаю, хватает, но не очень, наверное, я думаю, потому что сейчас молодежь стремится в центральные куда-то города, да? Поэтому, наверное, нехватка есть чуть-чуть. Да, качественно. Сама обучалась. А хватает ли местных кадров на производстве? Думаю, что нормально. Я считаю, да. А хватает ли местных кадров на производстве? Не знаю. А как вы сами думаете по качеству образования, по всему этому критерию?
Вообще не в курсе. Ну, я не пробовала учиться в техническом каком-нибудь лицее, университете, но исходя из актуальной, как сказать, повестки, да, вообще действительности, реалий, это нужно обучаться техническим каким-то наукам и все такое. Насчет качества не могу ничего сказать, потому что я не была там. А как вы думаете, хватает ли местных кадров на производстве? Ну, на Арктике, в арктических районах, по крайней мере, думаю, не хватает. На производстве чего именно? Строительство или? А вот технические специальности, вот хватает этих кадров на производстве? Думаю, хватает. Ну, я сама строитель, поэтому я как бы примерно понимаю, да, есть места. Качественно ли обучают техническим специальностям в Якутии? Ну, думаю, да. Не знаю почему, но я надеюсь на это, потому что, ну, допустим, мой брат учился в каком? В институте чего там? ИТ. Я не знаю, как это расшифровывается. Я думаю, что он хороший специалист в своей сфере. А хватает ли местных кадров на производстве? Насчет этого я не уверена, потому что... Хотя, возможно, да, потому что в основном все компании берут себе достойных таких работников, но в основном многие уезжают в другие города, поэтому это может быть тоже проблемой. Ну что, как мы увидели из опроса, у нашего населения мнений много на этот счет. Давайте зададимся таким вопросом. Вообще, востребованы ли местные кадры у работодателей? И какие преимущества у местных кадров перед приезжими? Давайте начнем со стороны оптимистов. Как вы считаете? Мне кажется, одно из главных преимуществ у предприятия это экономическое, что если кадры живут здесь, то не нужно их командировать отдельно к себе и отсюда уже на участке. То есть чисто экономическая выгода уже может быть. Пожалуйста, пессимисты. Действительно ли востребованы местные кадры у работодателей? Я считаю, что да, кадры востребованы, но проблема в том, что их не хватает. На самом же деле, побывав на производстве, побывав на золоторудном месторождении, я могу сказать с уверенностью, что наших кадров там мало, и они занимают не очень-то приличные должности. В основном это геологи-технологи. Руководящими же должностями управляют люди с Москвы. Главным геологом там была женщина даже. Вот. Но в основном все руководство было не наше, не местное. Вот опять же, как привели аргумент уже, что наши студенты выпускаются, заканчивают, но их крайне мало. И вообще возьмем во внимание то, что у нас в республике в принципе мало людей. С техническим складом ума и с техническим интересом их еще меньше. А людей, которые окончили высшее учебное заведение, их еще меньше. И у нас просто республика не может охватить, скажем так, наши потребности не могут окупиться количеством людей, которые могут получить образование. И поэтому работодателям просто приходится привлекать со стороны людей. И тем более, потому что республика — это область федерального значения ввиду наличия огромного количества ресурсов, что говорит нам о том, что, скажем так, главенствующим регионам крайне выгодно отправлять сюда специалистов для разработки ресурсов. Юрий Михайлович, услышали мнение, опять же, от молодежи, услышали такой, наверное, важный аргумент, то что, банально нас мало людей в республике, и, опять же, один из аргументов приведен касательно того, кто работает на производстве. Большинство это, говорят, приезжие, очевидцы. Так ли это на самом деле, и какого вашего мнения на этот счет? Сегодня проблема все-таки мы должны в первую очередь подготовить очень высококвалифицированные рабочие кадры. Сегодня такая работа у нас ведется там, да. И у нас есть программа в республике местные кадры в производство, да, и трудоустройство этих ребят в каждый год там тысячами начисляется. Поэтому тут проблем много. Даже мы иногда производственные предприятия, о которых вот сегодня говорили, да, что вот они не хотят местных, а хотят своих. Да? Да, есть такая проблема. Но сегодня руководство республики очень хорошо отрабатывает практически со всеми производственными компаниями. Ломаем стереотипы, ломаем их психологию. Там, да? И сегодня производство практически, которое сегодня есть в республике, местные кадры востребованы. Особенно вот то, что касается, кстати, вот про геологов вопросы говорили, да, касались там
Вот всю жизнь, сколько я работаю в Мирнинском районе, общаюсь с геологами, они говорят, лучшие геологи у нас – это вот выпускники ЯГУ еще советского времени из ВФУ, которые сегодня есть. Это лучшие полевики, которые умеют. И сегодня, кстати, СВО показало, лучшие воины кто? Наши вот якутские ребята, которые знают жить в тяжелых условиях, себя найти, показать себя, выжить в таких условиях могут только местные. Поэтому местные кадры в республике востребованы, и их готовят очень хорошо. Вам надо готовиться, быть конкурентоспособным прямо с первых лет учебы, и уже выбрать свою специальность, и уже идти туда целенаправленно. И вы 100%, я гарантирую вам, вы трудоустроитесь. А кто вот, думает, там, да, я не то выбрал, не там, так к сегодняшней жизни надо жить довольно-таки жестко, и конкуренции надо это уметь делать прямо вот со школы. Быть на фокусе, да? Да, есть такое. Хорошо, спасибо. Давайте поаплодируем друг другу. Так, наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который бьется в аргументах пессимистов, может перейти к ним. А пессимисты могут поменять свою точку зрения и пересесть на другую сторону. Определяемся окончательно своей точкой зрения. Опять же, проводим анализ того, какие аргументы сегодня высказывались. Ну и на счет 3 можно будет свою точку зрения поменять. Что, давайте. На счет 3. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Никто более свою точку зрения не поменял. Никто никуда не переходит. Давайте поинтересуемся молодого человека, почему все же точку зрения он решил поменять. Ситуация настраивает оптимистично в действительности. Очень радует разворот России в экономических, торговых и технологических международных отношений в Азию, на восток. Понимаю, насколько это крутые перспективы, насколько нужно поддерживать технологическую нашу часть, чтобы мы были так же развиты технически и производственно, как Советский Союз, например, к 90-му году хотя бы, чтобы мы могли быть действительно самостоятельными, чтобы Россия росла и становилась круче. Спасибо, пессимисты. Поделитесь своим мнением, почему вы остались при своем мнении. Кадров все равно не хватает. И это не изменится по щелчку пальцев в ближайший год-два. Что стоит сделать, на твой взгляд? Как я уже сказал, популяризация и, наверное, как уже говорилось, нужно придать больше престиж данным профессиям. Раньше геологов уважали, сейчас о них не слышат. Нужно просто, чтобы об этом говорили, про технические специальности, про горняков, про физиков, вообще про всех. Тогда это будет доступно для всех, доступно объяснено должно быть. И тогда захотят, тогда будет народ, будут люди. Все профессии важны. Спасибо. Юрий Михайлович, кого вам бы хотелось отметить из числа наших сегодняшних участников аудитории? Кстати, последнее, я все-таки это прокомментировал, молодого человека, вечный спор физиков и лириков сегодня он существует, он больше, как раз молодой человек из лириков перешел в физики, практически, это тоже хорошая тенденция, абсолютно, Но сегодняшний мир, на самом деле, я уже повторяюсь, он довольно-таки жестокий мир, непростой мир. И просто сидеть, наблюдать за этим, к сожалению, нам не получится. Поэтому сейчас каждый молодой человек должен говорить о том, что я нужен своей стране, я должен работать на эту страну. Тогда у вас поменяется в голове определенные шарики в другую сторону пойдут, И сегодня те возможности, которые открылись перед нашей республикой, перед молодежью нашей республики, нельзя упускать, просто нельзя упускать. Сегодня такие возможности открылись. Сегодня на это есть средства, деньги есть. Скажем так, про геологов как-то пессимистически он сказал. Я не думаю, сегодня без геологов мы обойдемся. Наоборот, сегодня той же компании «Алроса» нужны новые месторождения. Тогда опять новые рабочие места появятся. Поэтому геологи, они будут востребованы всегда. Кстати, сегодняшний разговор очень хороший разговор получился. Я все-таки дам молодому человеку, который имеет уже геология имеет будущее в таком молодом человеке, который... Давайте поаплодируем. Мы тебя попросим выйти на наш подиум. Юрий Михайлович, вам слово.
ну, такая, она очень серьезная книга, да, которая, ну, постарались в эту книгу внести все, что произошло за 100 лет нашей республики, там, да, и тут много страниц посвящено нам, инженерам, людям, которые посвятили всю жизнь своему производству. Я очень надеюсь, молодой человек свою жизнь посвятит производству, а это база развития нашей целой республики. Спасибо. Здорово. Буквально тебе пару слов, пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Меня зовут Никита, я являюсь студентом СВФУ, также в профкоме у меня есть должность, я президент клуба дебатов. Я очень рад поучаствовать на этой передаче. Очень классные ребята, серьезные темы поднимали, очень серьезные вопросы. И поскольку я здесь впервые, очень неожиданно и приятно. Ну а сейчас мы приглашаем вас всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Юрием Михайловичем. Пожалуйста, ребят, поднимайтесь. Стать частью нашей программы можешь и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Евгения Тимкина И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Честно скажу, первый раз принимаю участие в такой молодежной программе. Да. Ну, могу сказать, я помолодел, немножко общаясь с молодыми людьми, как-то вот немножко вернулся в свои года, когда я начинал работать, там, да, когда я учился, когда я выбирал свою специальность. Ну, я думаю, такие программы сегодня нужны в первую очередь, наверное, вот самой молодежи, там, да, чтобы они умели высказываться. Там, да. Возможно, кто-то сомневается, тот нашел свой путь в таких в дебатах, скажем. Да. Если мы даже вот одного человека уговорили стать оптимистом, это уже, я считаю, достижение этой программы. Спасибо всем создателям этой программы. Прекрасная программа. Ну, надо его продолжать. Я думаю, как бы будущее этой программы очень светлое.